существует. Да? Я считаю, что касательно канала АТР, возможно, должен быть принят или отдельный закон, ну, это было бы вообще идеально, либо отдельное постановление Кабмина, где были бы все эти вещи закреплены. И решить эту проблему раз и навсегда, что вот по постановлению Кабмина бюджет утверждается там не когда утвердится, да, и не в силу того, что там меняется власть, чтобы это не зависело в том числе от того, меняется ли Кабмин, меняется ли власть, есть ли у нового министра опыт в этом вопросе, есть ли желание решить. Желание есть решить, но проблема опять-таки в том, что у людей нет опыта, и в итоге это вот превращается в какой-то там сериал, и в то, что люди в Крыму действительно, я знаю, это не понаслышке, да, потому что звонят, беспокоятся, переживают, и для них это такой очень яркий сигнал, что Украина не заботится о своих гражданах на оккупированной территории. Поэтому для того, чтобы снять этот вопрос, мне кажется, что стоит инициировать вот принятие постановления, чтобы были четко прописаны вообще требования, в том числе касательно того, что тендер должен быть объявлен, не объявлен. То есть это какие-то уже детали, да, к которым нужно подходить очень системно и накануне, да, а не вот когда уже там постфактум и когда уже на телеканале заложенность по заработной. Ну да, потому что мы же прекрасно понимаем, что это в первую очередь касается оплаты труда и производства контента. Это все очень дорого затратно. И государство должно входить в положение.